В этом году буду это все сажать. Маша, как называется по-русски юн? Не, Небо чистое. без облака даже. Да, без облака. Может, песню сложить, нет? Чайки летают, наверное, должны быть. На эту рифму я не знаю. Чайки летают, наверное, к дождю. Деревенский бойлер. Вот тебе и горячая вода, и здесь еще. И посуду помыть, и еду приготовить. Как хвостик бегаю за Машей. Что, реально хвостик, что ли? Маша химик. Готовит раствор. Здравствуйте, друзья. Всем привет. Очередное краткое включение у нас в деревенской жизни, так сказать. У нас такая небольшая пахота. Не основная пахота, не основной участок пашем, а вот участок, где сажают там мелкие культуры, морковка, свекла, лук и все такое. За рулем, как всегда, дядя Вань. Сегодня у нас в помощниках Николай. И Маша. Сестра Раиса Ивановна должна приехать чуть-чуть попозже. Вот. Ну и, собственно говоря, уже не один год показываем мотолебедка ручная. Ну как ручная? Плуг ручной. Руками таскаем. А мотолебедка, она таскает плуг, когда он пашет. Обратно уже ручная тяга. Трос, лебедка, двигатель В50. Не знаю, там как попадает, там просто солнце как раз напротив меня. Сегодня утро такое. Солнечное утро. Ветер прохладный, что фору фуфайка одевать. Разговаривали, говорит, все равно, говорит, наверное, снег выпадет. Потому что морозно так. Вот. Дядя Вань да Николай спашут этот участок маленький сегодня. Планы такие. И сделать маленькие грядки. Ну, как сделать? Просто лопатой раз-раз бороздочки сделать, и вот тебе и грядочки будут. Все. Ну что, работа идет. Ну, это все быстро происходит. Маша вон сорняки дергает, и это самое убирает. Эти корневища у сорняков. Как там это называется? Юн у нас называется. Длинные такие корневища у него, у этого сорняка. Маша, как называется по-русски юн? Юн, как по-русски называется юн? Ну, корняки-то что, сорняки-то убираешь, корень-то?
Вот Маша забыла тоже. Юн. Ну, у нас юн называется. Вот эти длинные, листья такие зелененькие. А вот, вон растет. Сейчас я покажу. Не, осот. Осот. Осот, скорее всего. Вот этот сорняк. Вот этот сорняк, друзья, и он такой, если не убрать, своевременно разрастается. У него корень такой длинный. Его, например, отрубаешь этот корень напополам. Вместо одного растения появляется 4 растения. Он такой, как Змей Горыныч. Вот этот осот Маша убирает, но, правда, вот, и звездкой, говорят, много можно и вывести этот осот. Но осот, вот когда раньше трактором пахали, не было оно, и своего, когда был свой навоз еще. А когда начали с фермы навоз привозить, вот этот осот, он и появился на участке. И прям вот каждый год корневище убираем, и вроде бы потом нормально. Но весной опять это все проявляется. Вот так. Дела идут потихоньку. Земля еще, если честно, земля еще сырая. Земля сырая, и получается, что пахать, если вот бы не вот эти маленькие посадки, чтобы сделать, я бы этот участок еще и не пахал. Я вообще, для картошки вообще не будем пахать. Ближе к июню уже будет. Хоть и смотрите, ни одного облачка на небе, а ветер прямо вот северо-восточный прям продувает насквозь. Рука мерзнет. Ну что, закончили. Вернее, вот этот участок не закончили пахоту. Там, вон, смотрите, возле амбара там очень большой еще участок. Это для картошки. А вот это для... Чего, Маша, ты будешь сажать? Свеклу посади побольше мне. Да, своя свекла у нас своя. Сейчас на Магазинской живем, да вообще не нравится мне. Совсем другой вкус. Вот. Свекла, морковка, лук, там Маша зарядит сейчас вот эти участки, грядки сделает. 2 ряда. Может, как понять 2 ряда? Получается, грядка такая узенькая и 2 ряда. Потому что свекла растет по бокам, она крупная. В центре она получается, что очень мелкая. Ну, это уже Я ты видела сама это у будешь. Насти также, вот она сажала, у нас дочка там возле дома, у них то же самое. И такие эти, прям как у... Бульбаши, да. Да. Слушай, может, ты это отдохнуть зайдешь, чай попить? Я вместе с тобой зайду. Вот придется заняться. Ты работаешь, ты не мерзнешь, да? Мне жарко вообще. О, Маша говорит, что жарко, но жарко, смотрите, как оделась. Теплая курточка, А ветер-то ветер прохладный, да. Дядя Вань, Николай ушли, мотоблок занесли. на Майпура. Прям, да, Умка там, смотрите. Сейчас, покажите, сказали Умку мне. Вон Умка у нас. У нее сейчас период такой, не гулянки. И долго где-то будет, пока птицы с гнезда не зайдут. Сейчас нельзя, ни на прогулку, никуда. В траве сейчас будут птенчики и все такое. А вот она недовольная. Чего, сестра приедет, поэтому на ремешке, на поводке погуляет ее. Так, ну тут немножко грядки Маша поправляет. А мотоблоком очень хорошо получается. Раньше здесь трактором пахали мы. Трактором спашем. И потом 3 дня исправляем эту пахоту. Там борозды всякие, граблим. А тут все за раз. Быстро и аккуратно все. О, уезжает уже. Дядя Ваня, Николай уезжает уже. Все сделали. И уезжает. Вот такие дела у нас. Весенние. Полевые, да? Весенние полевые заботы. Погода хорошая вообще, благодать. А ветер такой, прям Но продувает солнечное насквозь. чистое. Вон какое небо чистое сегодня. Небо чистое. Без облака даже. Да без облака. Может, песню сложить, нет? Чайки
чайки летают, наверное, дождь будет. На эту рифму я не знаю. Чайки летают, наверное, к дождю. То чайки летают. Джентльмены, махтили беллы. О, ты притом. Пошли чай попьем, Маша. Отдохни. Время уже после обеда, друзья. Ну, Маша занимается этими. Небольшие бороздки делает. О, наш прораб идет, да? Проверить работу у Маши. Да, Маша? Сейчас тебе прораб твой придет. Любимчик твой. Вдоль огорода прошелся. После зимы наш малышка. Вон, смотрите какой. Айда-то сердится как там. Слушайте, наверное, сзади, да? Ну да, шерсть сейчас линяет, да. Конечно, он это самое, шерсть линяет, да. Такой. Ласкаются. Да? Малышка, ты птичку уже съел, успел съесть? Сегодня. Он, конечно. Он второй-то там на веранде живет, никуда не ходит. Юркушка не могла. Вот так. Ну вот такие грядки у Маши готовенькие. Немножко граблями подправляет. Ну вот сейчас скажу уже там, если я не ошибаюсь, надеюсь, я не ошибусь, да, Маша? Что здесь? Вот первая грядка для кукурузы вроде, да? Для кукурузы. Эти вот две узенькие грядки для свеклы. Дальше для моркови. Потом там уже будут там лук, укроп и все такое. По мере надобности. Просто сегодня, наверное, ты будешь сажать только лук и морковь, да? Свекла, лук. Свекла, морковь, лук, да. Что растет, говорят, низ надо сегодня посадить. И вот сегодня на скорую руку вот эти грядки. Грядки мы быстро делаем. Да, Маша? Шурк-шарки готово. Я предлагаю железные оградки сделать для грядок. Маша категорически против, говорит, я не хочу руками, чтобы это пахать можно было плугом. Вот как сегодня. Вот. Ну что, пахали, лопатой поработала немножко и все. Ну, Я не против вот так работать. Хорошо, вот да? Вот клубнику можно. Ну туда, да. Вот где вот дальше вот эти грядок, там участок, туда новый сорт какой-то. Какие сорта не помнишь? Название не помнит Маша. Приобрела какие-то сорта новые. Это Сазона ты брала? Сазона, а потом Раиса Ивановна. Сазона и Раиса Ивановна говорит. Ой, ветрено, друзья, и ничего не слышно, далеко Маша еще стоит. Вот так, вот такие рядочки. Сейчас будем топить уличную печку для согрева воды. Да, нужно еще дезинфекцию на земле. Дезинфекцию, полив сделать перед посадкой теплой или горячей водой, там как Маша решит. Да, теплой водой. И все. Сегодня еще у нас задача, как говорится, посадить вот это все. Вот, а дальше уже только осталось, чтобы тепло было, тепло. Холодно на улице, друзья. По утрам у нас очень холодно, руки мерзнут. Ветер такой северный, северо-западный, северо-восточный, чисто северный, вот так и крутится. И все время вот это дует, продувает. И ни о какой речи еще вот теплых культур, например, кукурузу там. Укроп тоже рано еще сажать. Укроп он-то, если не замерзнет, но просто спешить не надо. Редиску, Маша, редиску не будешь сажать? Редиска... Я не купила в этом году. Ты редиску даже не посадишь в этом году. Ну, потому что редиска, она первая созревает на салат, там очень вкусно. Витамины первые обычно. В теплице некоторые сажают редиску, Маша. В теплицу. Дезинфекцию хочет сделать нашатырным спиртом, я против. Это же химия тоже, наверное, не надо, наверное. Вот, зрители, как скажете, нашатырным спиртом можно проводить дезинфекцию? Ну, я все-таки еще за все натуральное. Зола и все такое вот. Рутнатая вот они, то ли слоин лазда вообще шонет.
Сотой промашамдыс. Уличная печка у нас часто выручает. Раиса она особо не любит. Она как с города приедет, так сразу топит эту уличную печку. Прям вот сразу. А сегодня приедет, да уже растопленная будет, да? Да. Осторожно, не развали ее, старенькую. Че, пальчик? Ой, поранила пальчик. Водичка-то есть там, бака, нет? Шашлык жарить не по воде, скажи мне. Шашлык это хорошо, но мясо не замариновали, Вот именно. ничего не сделали. Шашлык очень. Ну, сегодня у тебя еще до шашлыков и баня, и все такое, и я не знаю, сегодня ты не успеешь, наверное, с шашлыками. Да, короче говоря, это, мясо все равно не замаринованное же. Готовое замаринованное есть? Да, готовое, оно невкусное. Оно невкусное, готовое. Там очень много всяких приправ кладут, и вот это все слишком острое, мне не нравится готовое. В маринаде я люблю что? Чтобы было мясо, лук. Можно уксус, можно лимон, можно майонез просто. Можно минералку. Все, вот это самый простой маринад. И ничего не забывается никаким посторонними специями. Настоящий вкус мяса. Деревенский бойлер, так называемый. Деревенский бойлер. Вот тебе и горячая вода, и здесь еще и посуду помыть, и еду приготовить в жаркую погоду. И угля, вот на мангале тоже очень удобно. Вот печку растопила, она просто топится, и угли там остается горячие еще. Берешь это совок такой и прямо на мангал. И уже на мангале жаришь уже с готовыми углями. Все, мясо. Жара пошла. Дым пошел. Но скоро дым будет идти больше, чем из трубы, больше, чем просто по бокам. Все, ждем, пока вода нагреется, да что-то. Я сегодня как этот самый адъютант у Маши рядом, как хвостик бегаю за Машей. Целый день. Хвостик. Что, реально хвостик, что ли? Раиса Ивановна приехала там вдалеке. Сейчас появится. Турка для ступки. Ты заборы там поставила, все. Только мурца. Раиса она зайти не смогла. Вот ты такая, Маша. Шлагбаум. А, вода нагрелась уже, вся так горячая. Посмотрите, уже там кипяток почти. Быстро это все дело у нас происходит. Ну все, Гурамась. Да? Димдадёк. А, приехала Раиса Ивановна с города Сыктывкара. Привет. Привет.
Все спахали? Да. Только сажай. Да. Ну, сюда. Только сажай. Грядку отделяй, сажай. Все. Маша химик готовит раствор. Нашатырный спирт. Тут 10 литров воды у нас. Теплой. А сколько граммов туда? 50. 50 миллилитров? Ой, как я не люблю эту химию всю. Этим все будешь поливать? Да, разовая поливка. Делаю разовую. Сейчас все смотрят с интернета. Вот Маша, наверное, тоже в интернете это нашла, да? Нет, Нет? Просто раз. нашатырь купила, прочитала. Вот и делаю. Ну зачем же ты это купила? Ты уже, наверное, знала, что нашатыры что-то делают там. Но для обработки от, Это тут от секрет морковной полишинеля. мухи или что здесь написано от всего, от всякой Ну я понял. летающих этих. Просто я противник вот этих всех химий. И все. Зола и все, больше ничего. Сейчас все это самое делаем, надо потом полив будет делать, после уже спашки картошки. До этого не получается у нас полив делать. По колейкой. День уже, друзья, заканчивается, а Маша все еще на огороде. Заходили, пообедали, заходили, чай попили. Маша на огороде, я там искал работника, чтоб там надо мне бревна шкурить, а что-то. Потом ведь рабочие дни у меня. Пока погода хорошая. Ну да, потом Надо. 2 дня у Маши смена рабочая, а потом, дай бог, погода уже потом установится, уже потом, наверное, все будет Ну, хорошо. сказали после 25-го, сказали потом потепление, потому Ну. что сейчас пока еще были нулевая, 0 градусов мороза. По ночам можно вообще сказать, холодно, да. Вода замерзала везде, холодно, -1. Так что было некуда спешить. Ну, а свеклу да морковку, да. Это ничего, это самый раз. И лук еще. Ну, ранние посевные. Что нужно сажать. Хотя это уже смешно звучит, что это ранняя посевная, потому что, Люди уже давно посадили. ну, конечно. заметь, что в прошлом году, 22 мая у нас уже была посажена некоторый участок такой картошки. Идеал был посажен, сестра сажала. Остальное это поздно сажали, а вот идеал рано сажали. Так В что, прошлом году я помню, что морковку я 3 раза сажала. ну да. Ну, однако же морковка была. Сначала ленточную посадила. Ленточную у меня ничего не взошло. Потом уже большие горошинки посадила. Ну там как бы мысешь. Гранулы. Гранулы, да. Тоже ничего не взошло. А потом то, которое очень много, мышеменные, простые, Ну, просто, да. кучу. всё Простые вышло. семена, да. Ну, морковка была прошлую осень. И свекла была, и все было. Что? Так что и на этот раз надеемся, что все будет. Потому что после, как я посадила в прошлом году, были сильные дожди, у меня все, наверное, смыло. Все это. Сейчас землей еще унесло. немножко поснимаю сорта. И этот ролик буду заканчивать, потому что я потом домой буду заезжать. Я поснимаю сорта, потом прям пачки. И потом буду заезжать уже домой. Вот так. Сейчас у меня здесь 3 пачки моркови. Ну и здесь еще половинки есть, конечно. Отсюда тоже буду сажать. Взяла, значит, в этом году осенний король. Морковь. А это мы сажали еще? Нет еще? Нет. Потом несравненная. Мякоть сочная, нежная, сладкая. И витамином. Витаминная. Витаминная. Ну, 3 пачки. Ну, посмотрим, насколько у меня это все уйдет. А здесь вот свекла. Тоже несравненная. 2 пачки взяла.
потом F1 Пабла и свекла кубанская борщевая. Посмотрим, что вырастет из этих, что лучше будет, что вкуснее, но всегда беру я свеклу круглую. Есть еще это длинная это свекла. Ну, такие свеклы эти я как бы семена не покупаю. Ну, вот, значит, морковь и свекла. В этом году буду это все сажать. Часто спрашивают, какие сорта, а мы посадили, пачку выбросили, потом Маша не помнит. Я спрашиваю, она не помнит. На этот раз решили заснять вот эти сорта. Какие там будут дальше посадки огурцов, там, надеюсь, тоже там сорта Маша куда-нибудь записала. Ну, потому что подписчики и зрители спрашивают, а мы не можем ответить. Просто посадили свеклу, например, просто морковь. А тут хоть будет что ответить. Давайте. Так, у нас день, ну вот, солнце еще высоко, ну сейчас уже скоро белые ночи, и оно и будет высоко. Но уже, если честно, уже сейчас 5 часов вечера. 5 часов вечера. Маше осталось посадить еще на сегодняшний день вот эту свеклу и морковку. И еще, наверное, баню будет топить и бане париться с Раисой Ивановной. А я уже домой заеду, и там у меня тоже есть бумажные дела свои. Буду этим заниматься. Ну и как-нибудь вот этот ролик слеплю. Хоть и коротенький, но все равно надо снимать. Чем-то надо человеку заняться, вы поймите меня. Вот так. Всем пока, друзья, до новых встреч. Встречайте рассветы, и пускай они всегда будут добрыми. Всем пока. Всем пока. Пока-пока. До новых встреч на нашем канале.